прошлую пятницу, 22 марта, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Этой самой ставке всегда уделяется пристальное внимание. О ней много говорят в новостях, но не все понимают, что же это такое. Нужно ли это знать всем нам или это относится только к профессионалам-экономистам? Будем разбираться в этом вопросе. Сегодня вместе с нами заместитель управляющего отделения Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России Егор Мехтанюк. Егор Викторович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я вообще не понимаю ничего. Ключевая ставка 16%. Да, новости во всех средствах массовой информации. Но как это влияет на меня? Вот, правда, не понимаю, надеюсь на вас. Да, казалось бы, это касается только специалистов, но на самом деле действительно ключевая ставка влияет на жизнь каждого из нас. Все мы покупаем товары, оплачиваем услуги. У многих из нас есть депозиты, есть кредиты. Так вот, ключевая ставка влияет как на цены на товары и услуги, так и на ставки по кредитам и депозитам. Поясню, как это работает. Центральный банк с помощью ключевой ставки управляет инфляцией. Когда он повышает ключевую ставку, деньги в стране становятся дороже. То есть растут как раз проценты по кредитам и по депозитам. Люди и компании в этих условиях менее охотно берут кредиты. То есть они дороже для них становятся, они меньше потребляют, меньше покупают товаров, меньше инвестируют. То есть падает общий спрос в экономике. В результате продавцы и производители товаров уже не могут поднимать цены на товары, даже если у них издержки выросли. И инфляция таким образом замедляется. С другой стороны, депозиты с высокими ставками для вас становятся более привлекательными, и вы предпочитаете сберечь свои деньги, а не потратить, что также влияет на спрос и в конечном итоге снижает инфляцию. Если же Банк России снижает ключевую ставку, деньги в стране становятся дешевле, падают проценты по кредитам, по депозитам. Вы начинаете больше потреблять, больше покупать, и этим своими действиями вы повышаете спрос. Продавцы этим пользуются, начинают повышать цены, растет инфляция. Вот так это работает. То есть, в общем-то, большая ключевая ставка, высокая 16%. Я сейчас не услышала, что это как-то плохо, а то все ходят, что там возмущаются. Я правда их не понимаю, что они возмущаются. Я услышала, что 16% ключевая ставка, но лично для меня, для транжира, это очень даже хорошо. Конечно, ключевая ставка, высокая ключевая ставка – это всегда временная антикризисная мера. Ни один центральный банк не будет ее долго сохранять и будет стремиться к целевой ставке. Но для потребителей сейчас действительно высокие проценты по вкладам их интересуют, мотивируют, и это видно по статистике. За 2023 год вклады населения республики в банках выросли на 27%, и сейчас они 700 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2022 эта цифра роста была 12,7%. Ну, собственно, я сам тоже выбрал тот банк, в котором ставка повыше, и спокойно положил туда деньги. Здесь, мне кажется, нужно объяснить, как правильно распоряжаться деньгами сейчас. Да? Какие-то крупные покупки, нужно ли их отложить, нужно ли брать кредиты при таких высоких процентах. Как правильно сейчас, правильнее было бы поступить с финансами? Да, смотрите, у нас инфляция по итогам февраля по России 7,7%. По республике чуть меньше, 7,6%, а в то же время максимальные ставки по депозитам сейчас 14-15%. То есть инфляция уже покрывается этими ставками. Но кроме того, Банк России прогнозирует, что в ближайшее время инфляция сильно не вырастет, а к концу года она вернется к целевым 4-4,5%. Таким образом, высокая ставка сейчас позволяет не только уберечь деньги от инфляции, но и, возможно, в дальнейшем увеличить потребление за счет дополнительного дохода. Но из того, что я услышал, мне кажется, разумнее сейчас положить деньги в банк, не влезать в дорогостоящие кредиты и подождать. А есть ли вообще в перспективе какая-то вероятность, что ключевая ставка пойдет вниз и кредиты станут дешевле? Да, Банк России прогнозирует на этот год и экономический рост, и снижение инфляции. И действительно, наши предприятия приспосабливаются к санкционному давлению, они заполняют освобождающиеся ниши. И поэтому Центральный банк прогнозирует, что к концу года ставка вернется к 4-4,5%. И, соответственно, можно таким образом подождать с крупными покупками и отложить их на потом. И потом, когда она снизится, уже когда ожидания населения снизятся, появятся условия для того, чтобы снижать эту ключевую ставку,
Банк России ожидает все-таки, что это будет скорее во второй половине года. И вслед за снижающейся ключевой ставкой пойдут вниз проценты по кредитам, ну и по депозитам тоже. А можно вот ко вкладам вернуться? У меня есть небольшие вклады. Я вот призадумалась, и, может быть, упустила этот момент. Инфляция не съест мои сбережения во вкладе? А еще раз, инфляция сейчас по итогам февраля 7,7, а вклады 14-15%. Все нормально? Да. Все в порядке. Все, Но это зависит, конечно, от их длительности, этих вкладов. Но где-то полугодовые вклады доходят до 16%. Ну, тема денег, знаете, такая. Тут разбирайся каждое слово ваше. Так мы разбираемся как раз, мне кажется, Да. замечательная тема для того, чтобы начать утро. Хорошо. Вот мы же выяснили, да, что эта же информация по поводу ключевой ставки, она не секретная, да, то есть она в свободном доступе в интернете. Где за этим следить? И нужно ли за этим следить? Ну, мне кажется, это очевидно, что нужно. Нужно смотреть эфиры программы «Салям», хочется сказать, потому что мы тут разбираемся во всех таких сложных процессах. Ну да, действительно, решение по ключевой ставке – это событие, которое всегда освещается прессой. Эти решения принимаются планово, 8 раз в год. Даты этих решений все опубликованы на сайте Банка России в открытом доступе. Но бывают ситуации в экономике, когда требуется внепланово менять ключевую ставку. Ну, мы наблюдали такое в феврале 22 и вот в августе 23 года. Но таким образом Банк России информирует все население и о своих планах, и о сроках изменения или сохранения ключевой ставки. Решение принимается советом директоров. Я думаю, с этого самого момента, когда мы знаем, что если в новостях говорят о повышении ключевой ставки, либо что она остается на таком достаточно высоком уровне, непривычном для нас, не нужно пугаться, нужно просто грамотно подходить к распределению финансов, и все, в принципе, будет хорошо. Вы выбираете предложения от банков, те, которые вас в большей степени устраивают. Золотые слова. Нам есть что добавить? Ну, я только могу сказать, что ближайшее решение по ключевой ставке ровно через месяц состоится 26 апреля. Ну, это будет объявлено и в СМИ, наверное, да, конечно, да. и на профильных сайтах. Спасибо вам огромное. Каждый вторник мы разбираемся с нашими финансами, мы учим вас правильному финансовому планированию, грамотному распоряжению деньгами. Если они у вас есть. Чего мы вам, собственно, и желаем. Есть, конечно, Да, у всех, заработать да. и приумножить. Я думаю, что вот такая должна быть основная задача.